За годы независимости нашей страны произошли существенные изменения, касающиеся гендерного равенства. В Гагаузии это становится заметно. Если до недавнего времени все считали, что управлять автономией не подвластно слабому полу, то сегодня мы видим, что все больше и больше женщин становятся более решительными не только в политике, но и успешно руководят предприятиями. В нашем репортаже мы хотим рассказать об успехе Светланы Камильчу, советника Камрадского муниципального совета и директора швейной фабрики, которая считает, что в настоящее время нельзя говорить про ущемление прав женщин. Наша съемочная группа побывала на фабрике, дабы убедиться в ее удачной работе. И я за профессионализм. Равенство, неравенство. Вообще такой вопрос, мне кажется, не должен стоять, потому что на сегодняшний день я не считаю, что женщина ущемлена в чем-то. Она может находиться везде, она может иметь образование, она может участвовать в политике, она может участвовать в бизнесе. Более 16 лет руководит Светлана швейной фабрикой, на которой в основном работают женщины. Предприятие имеет свои филиалы в городах Басарабяска, Вулканешты и в селе Бараганы. Экспортирует свою продукцию в основном в страны Европейского Союза. И это не остановка, потому что мы будем продолжать увеличивать количество работающих на местах, а также будем постоянно дополнительно открывать рабочие места. Наша продукция реализуется в Италии, в Испании, в Голландии, во многих европейских странах. В основном фабрика выпускает продукцию для женщин. Это и платья, и юбки, и брюки. Но с недавних пор предприятие начало осваивать новые направления и выпускать собственные модели. Мы подошли очень серьезно к этому вопросу. И помимо своих моделей мы также разрабатываем и придумываем рисунки для тканей. То есть наши потенциальные клиенты могут быть уверены, что в нашей одежде они будут всегда неподражаемы, эксклюзивные и самые очаровательные. На фабрике созданы хорошие условия как в производственных направлениях, так и в вопросах бытового характера. Работают здесь не только камрадчане, но и жители других населенных пунктов автономии. Об этом рассказала Екатерина Багрова, которая трудится на предприятии закройщиком со дня его открытия. Она дала хорошую оценку работе предприятия в целом. Если бы я плохо оценивала, я бы столько лет не работала бы здесь уже, не держалась бы. Скажу, что нормально. Коллектив хороший, персонал, все нормально. У нас работают практически только женщины, и любимый наш праздник – это 8 марта. Каждый год наш руководитель готовит подарки для всех своих сотрудников. Мы готовим программу. На Новый год мы всегда устанавливаем елку, всегда делаем какой-то корпоратив. То есть стараемся делать так, чтобы наши люди чувствовали, что о них заботятся, и всегда с радостью приходили на работу. На фабрике Светлана находит поддержку и взаимопонимание. Поддерживает ее и семья. И на сегодняшний день двоих самых замечательных сыновей, благодаря которым, благодаря тому, что есть сегодня, это благодаря им. Мы всегда находим время быть вместе. Я очень люблю готовить, я очень люблю дом. И вы не поверите, но мне правда есть на это время. Светлана – опытный водитель. Быть женщиной и сидеть за рулем авто для нее не помеха. Машину она водит более 20 лет. На прошедших в нынешнем году местных выборах Светлана стала еще и советником муниципального совета. В совете она возглавляет бюджетную комиссию. «Женщина может все», говорит Светлана Камильчу. Конечно же, если она этого хочет.